Корабль должен плыть вперед, потому что у нас большие паруса. Я самый счастливый человек. Мы свой народ должны показывать в богатстве, красоте и достоинстве. Добрый вечер. Государственные ордены дружбы народов, ансамбль песни и танцы Республики Татарстан. Это наш, как мы уже говорили, песенно-танцевальный корабль. Уже 85 лет плывет по миру, радуя всех и знакомя всех с татарским народным искусством. Время шло, менялись события, рождались дети, внуки, состав коллектива периодически менялся. Сегодня мы хотим поговорить о том, кто, как говорится, остался на палубе, удержался во время маневрирования между старыми и новыми программами ансамбля, и который ведет его новым курсом, конечно, звезда нашего ансамбля, художественный руководитель, заслуженный артист России, народный артист Татарстана Айрат Ринатович Хаметов. Добрый. Добрый вечер. Айрат Ринатович, вы счастливый человек? Конечно. Как не счастливым быть? Потому что я пришел в 14 лет в государственный ансамбль песни и танцев. 14 лет. В 85 году. Вот уже на протяжении столько времени я являюсь сначала артистом балета, потом ведущим солистом, потом заслуженным артистом, народным артистом. А теперь уже художественным руководителем. Почти уже 20 лет я как руковожу государственным ансамблем песни. Конечно, я счастливый. Потому что тут моя история. Тут я женился в ансамбле со своей супругой. Поэтому тут у меня дети выросли, дочка танцует. Конечно же, я самый счастливый человек. А удачливый? Конечно. Потому что возле меня всегда есть умные, хорошие люди, добрые, которые всегда радуются нашему творчеству, всегда помогают. Поэтому в команде мы работаем, в одной команде и идем вперед. Правильно ты сказал, корабль должен плыть вперед, потому что у нас большие паруса. Замечательно сказано. Начав творческий путь в 14 лет в качестве артиста балета Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан, Айрат Ринатович Хаметов знает всю сложность и многогранность творческого процесса. Жизнь свою он посвятил родному коллективу, пройдя путь от артиста до художественного руководителя. Ныне заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Татарстан, Айрат Хаметов – инициативный и принципиальный руководитель, истинный творческий лидер ансамбля. Его постоянный творческий поиск, богатый импровизаторский талант и трудолюбие сочетаются с высокими человеческими качествами. Айрат Ринатович удивительно работоспособный и трудолюбивый человек, сильная и волевая личность, энергичный и изобретательный наставник. Его девиз – сохранение, развитие, приумножение творческого народного наследия. А скажите, пожалуйста, если вам вдруг бы посчастливилось встретить мальчика 14 лет, самого себя, что бы вы сейчас ему сказали? Сказал, ничего не бойся, иди вперед и достигай тех целей, которые у тебя были поставлены. И добивайся того, что ты хочешь. И быть, самое главное, в творчестве жить. Никого не слушать, надо идти вперед, потому что много будет людей, которые будут говорить. А чем больше говорят, тем больше для тебя, для твоего развития. Поэтому думаю, что тому молодому человеку сказал также стремиться вперед к своей мечте. А были ли у вас такие события, когда казалось, что все очень плохо, а в результате оказалось, что, в принципе, все к лучшему? Я думаю, что трудный момент у каждого человека в душе есть. Сомнения, какие-то переживания. Но всегда я знал цель одно, что наш государственный ансамбль песни и танца – это не только лицо Республики Татарстан, это лицо Российской Федерации, потому что мы единственный в мире татарский коллектив, который пропагандирует национальное искусство во всем мире. И для меня, конечно, сомнения были, потому что переживаешь, так ли это, правильно мы идем по правильному курсу. Но наш курс правильный, потому что мы всегда должны идти. Мы свой народ должны показывать в богатстве, красоте и достоинстве. А как, на ваш взгляд, есть ли что-нибудь хорошее в зависти? Понимаешь, зависть – это такая вещь, она нужна, но она должна быть добрая.
зависть, она нужна для того, чтобы стимул был. Дальше, если я увидел какой-то хороший номер, я думаю, а почему у нас такой номер не должен быть? Вот то же самое по зависти, я могу сказать, это добрая зависть. Когда было 200 лет кубанскому казачьему хору, мы с Юрием Леонидовичем сидели в Кремле, смотрели этот концерт, и я ему говорю во втором отделении: Юрий Леонидович, а почему 70-летие государственного ансамбля песни и танца нельзя провести в Кремле? Вот так, почему нет? И мы это провели, сделали этот большой концерт, юбилей. И такая же мечта моя в 100-летие государственного коллектива нашего провести в Большом театре на главной сцене, исторической сцене, потому что это тоже мечта. Почему? Потому что все же могут, а почему мы не можем? Это такая зависть. А что важнее, простите, что важнее в коллективе, дисциплины или теплой атмосферы? Дело в том, что в творчестве не бывает, как в демократии. В творчестве должен быть диктатор. Это должно быть кнут и пряник, потому что я сам артист, и я сам знаю, что это такое. Есть артисты, которые нужно очень сильно ругать для того, чтобы он поднялся на какой-то план. А есть артисты, которые нужно хвалить, чтобы он еще стал лучше. Поэтому для меня все артисты одинаковые, и я всегда требую от них это профессионализм, только профессионализм и, конечно же, душа. Душа, что в вокале, что в хореографии, что в музыке. Поэтому для меня важно человеческие отношения, но при этом жесткость и терпимость. А может ли быть одиночество полезным? Может быть. Я иногда остаюсь, когда программы делаю какие-то, я в своем кабинете могу часами, сутками сидеть, и читать, смотреть. Поэтому это нужно, это полезная вещь, оно интересно. А успех – это везение или это работа? Это работа. Это великая работа. Успех в творчестве – это великая работа, потому что нужно каждую минуту думать. Я всегда же говорю один вопрос, это тот же артистам. Забудьте тот вчерашний успех, который у нас, потому что мы заново на следующий день доказываем, кто мы, новый что горизонт мы. уже. Конечно. Дорогие друзья, как вы уже говорили, наш песенно-танцевальный коллектив продолжает свое плавание. И последний вопрос к Айрату Ринатовичу. Какие творческие планы нас ждут впереди? Какие новые горизонты? Планы, конечно, у нас какие планы? У нас планы новые программы делать, новые интересные программы, новые находки найти, новые песни, новые танцы. Но при этом не забывать наш сундук, наш багаж, наш золотой фонд. И, конечно же, планы грандиозные. Как я сказал, и 90-летие, и 95-летие, и просто столетие мы должны очень грандиозно провести в Российской Федерации, по всему миру. Я пожелаю только одного – чтобы у нас зрительный зал был всегда полный, чтобы творчество никогда не иссякало, чтобы артисты мои стали заслуженными народными артистами не только Татарстана, но и России. Поэтому я желаю только одного – нашему коллективу процветания, всем здоровья, счастья, и чтобы мирный на земле был всегда. Дорогие друзья, давайте пожелаем нашему коллективу счастливого дальнейшего плавания. И тем более, что и штурманы, и капитаны все на месте. И мы, как говорится, как нас сказал наш гость, что у нас большие паруса. Пожелаем Айрату Ринатовичу дальнейших успехов. Спасибо. И до новых встреч!